Почему жители на востоке Таджикистана сильно напуганы и, наконец-то, накажут виновных? Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. В Ляхшском районе медведь, напав на скот, загрыз 47 домашних животных, принадлежащих 3 жителям села Карвангузар сельского джамата Нуравшан, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям при правительстве Республики Таджикистан. Инцидент произошел 10 мая из-за халатности пастуха. Медведь проник в загон, в котором находился мелкий рогатый скот, и уничтожил его, отмечается в сообщении. Между тем, в Хатлонской области в ходе проведенных поисково-розыскных мероприятий 11 мая обнаружили тело утонувшего в конце апреля ребенка. По данным КЧС, 6-летний житель села Арзу, городка Бустенкалья Кушаньонского района, вышел из дома и пропал еще 28 апреля. И только спустя 2 недели его тело обнаружили примерно в 5 километрах от места происшествия. Ранее КЧС сообщал, что дети чаще всего тонут в водоемах из-за халатности и беспечности родителей, которые оставляют их без присмотра. Статистика показывает, что только за первый квартал 2023 года в Таджикистане из-за несоблюдения норм безопасности поведения на воде утонули 14 человек, из которых 9 детей в возрасте до 16 лет. Спасателями КЧС за это время спасено 5 тонущих людей. А ответственность за инцидент, когда во время профилактических противопожарных учений в школе номер 67, столичный район Сино, загорелся ученик, будет нести администрация этой школы, сообщили в пресс-центре столичного управления МВД республики. Так как ЧП произошло в школе, где проводились учения по гражданской обороне и подготовке к чрезвычайным ситуациям, то за это к ответственности будут привлечены их организаторы. В данном случае представители школы, которые не обеспечили безопасность их учеников, сказали в УМВД. На вопрос о том, как получилось, что одежда ученика загорелась, в УМВД пояснили, что огонь перешел на него от картонных коробок, которые были подожжены в рамках учения. Это говорит о том, что во время учения не соблюдалась техника безопасности. Это и вызвало возгорание одежды парня, сказал источник. По его словам, на данный момент расследование продолжается. Между тем, как сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, школа сама проводила учения и не поставила комитет в известность. Напомним, ЧП произошло 6 мая в общеобразовательной школе номер 67 в Душанбе. Видео инцидента появилось в соцсетях. На кадрах видео видно, что огонь, который охватил ученика, пытались потушить люди в военной форме. Им это не удалось сделать, и парень сам снял пылающую одежду, и у него обгорели рука и спина. Как ранее сообщалось, в военной форме были старшеклассники этой школы, которые по сценарию учений играли роль спасателей. Но, как видим, со своей ролью они не справились. Как вы думаете, правильно ли решили, что наказывать будут администрацию школы? Как вы думаете, какое именно наказание им должны выдвинуть? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.